Сегодня, дорогие друзья, мы продолжаем второй час нашего мастер-класса по плетению корзин из ивовых прутьев. Ивовые прутья у нас в окрестностях Якутска, их очень много, и по республике их тоже, кстати, очень много, поэтому может любой с легкостью освоить технику плетения корзин и изготавливать вот примерно вот такие вот изделия. На предыдущем мастер-классе мы сделали основу этой корзины, выполнили, и примерно у нас должно получиться вот такое вот донышко. А вообще в идеале примерно вот такое изделие. Так, мы донышко сделали, а потом уже начинаем стойку вставлять на место. Примерно вот так. Я всю весь процесс не буду. Вот так примерно делается, да? А потом вот стойкой протягиваем, нам нужно ее вот наклон у нас, да? Можно вот такую, да, можно вот так, если тиран делать, да? Валя такой процесс сделала, потому что у нас времени мало, поэтому сразу вот боковину сплела методом, как веревочки 2 прута. Валя у меня уже давно работает, это сегодня вот столько боковину, все сплела вот способом веревочки 2 прута. Ну, донышко я показал, примерно вот все, на каждый 12 штук, потом протягиваем, так резинкой закрепляем, и у нас получается вот такая, да? Этот процесс мы не показали. Это уже основа нашей корзины. Основа, и вот стойки, и веревочка тоже 2 прута. А я вот такую корзину вот сегодня, пока мы делали передачу, вот больше половины сама сделала. И мы еще, Валя, еще раз покажи-ка, 2 штуки, как ты сплела эту корзину. Потом мы сделаем сразу загибку. Вот загибка у нас, когда мы заканчивается боковина и начинаем простую, покажем, как делать простую загибку. Вот она веревочка 2 прута делает. Она у меня опытная, раньше у меня училась, но сейчас уже занимается более-менее плотно. Наверное, в 2017 году она у меня училась, и 10 корзин она не сплела. А потом немножко подзабыла, поэтому надо все время заниматься. То есть самое главное вот в этом деле – это постоянство. Упорство, трудолюбие, терпение, вот все такие качества. Оттачивался. А также талант. Вот с инвалидами, детьми работать, ну, трудно, но это очень помогает. Тактильные способности очень повышаются, а также вот я когда работал с детьми, с слабовидящими, слепыми детьми, сначала очень трудно. Потом они, наоборот, очень большие слепые, очень красивые картины сами делают. Спрос у инвалидов, детей и взрослых очень большой. Хотят плести, но должного уровня господдержки нету. Вот было бы у меня транспорт или как-нибудь, поддержка была бы, я бы вот инвалидам общества слепых, ВАИ, со всеми я плотно работал бы так. А так, очень много людей, пожилые люди, инвалиды, очень много хотят, но пока у меня нет возможности. Александр Дмитриевич, скажите, а вы вот эту вот технику, как вы ее освоили? Кто вас первым научил, ну или надоумил, скажем так, заниматься вот такой техникой плетения? Я в 2000 году на выставках, несколько выставок был, и там посмотрел одного мастера. Мой учитель Константинов Игнатий, Силан Немегу, Покровск, Кангаласского района. Он мой первый учитель. Я целую неделю в университете учился. Итога я влюбился в эту профессию и начал плести 2000 года. С того года я уже начал. Очень много выставок участвовал раньше, а сейчас пандемия, давно не участвовал так. У меня вот накопилось. Некоторые по заказу работаю, очень мало. Скажите, а вот вы проводите мастер-классы, желающих научиться вашей технике много? Очень много. Несколько групп у меня есть, но пока возможности нет. А так
конечно. Ну, у меня была бы техника, своя машина, я не умею, поэтому трудно, вот, надо съездить, ну, подготовительная работа вот именно зависит от того, что вот собрать материал, очистить. Расскажите, как заканчивает, вот я смотрю, ваша ученица, Ага. она отщипнула щипчиками хвостик и запихнула вот между прутьями, да? Это Ага. вот так закрепляется? Да, это концерт вот так закрепляется. Ага. И потом, после окончания, здесь все обрубаем, бокорезы. Просто обрубаем, да? Просто обрубаем изнутри, а здесь ничего не должно торчать. Ага. Вот самая простая техника плетения. Сейчас я покажу. Ага. Загибка. Ну, в основном мастера делают очень сложную загибку, да? А мы сегодня поступим иначе, который только начинает делать. Простую загибку я сейчас покажу, да? Вот изнутри через одну. Так, вот так. Ну, кажется легко, но это тоже иногда освоить очень трудно получается некоторые. Так, можно, если время есть, мы еще ручку можем, да? Если успеем. А? Так, вы заметили, наверное, очень много пространства. И опасность, технику безопасности тоже надо соблюдать. То есть расстояние между Да. теми, кто плетет На корзинки, каждого человека 2 метра надо. Вот. иначе можно в глаз получить. Да, можно получить, прутиком. можно травмироваться, да? Вот так, да? Все. И вот сюда протягиваю. Вот, можно одного раза вот сделать, обрезать, да, но некрасиво, да, получается. И поэтому еще раз. Может, кто научится, сразу поэтому научится. И сейчас то же самое, но наверх идет. Вот так. Вот так. Это второй ряд. А второй ряд. Второй ряд наоборот. Наоборот идет. Ага. Снизу вверх получается. Валя, осторожно, хорошо. Ага. Вот поэтому очень много места надо. Если 5 человек, 6 человек занимаются, вот друг другу, чтобы не помешать, не травмироваться. Но дома нужно животных, домочадцев подальше, в общем, от своего Да. плетения, да? Ага. Вот так. Вот я обратно пришел и протягиваю снизу вверх, да? Вот в связи с пандемией сейчас работа усложнилась. Мы дистанционно работаем. Ну там свои плюсы и минусы, но скорее всего минусов много. Трудно ребятам работать. Да, потому что Инвалидно. хочется показать все именно вот руками, да? А так по видео, по мастер-классу, научиться очень трудно. И то это посмотрит, не знаю, получится ли всем, каждому, да? Но Так, будем надеяться, что кто-то вдохновится этой идеей. ага. Может быть, поищет другую информацию, где-то в Ютубе посмотрит других мастеров. Так, Валя, ты можешь, да, сама так, сверху вниз? Сейчас еще раз делаем и закончим, да? Вот так, манекна. То есть, получается, мы делаем загибку, два ряда. Ляматон. Загибка, это последняя загибка, потом я покажу по-быстрому тоже, как ручку приделать, да? Это только начало, вот, для элементарного понятия, да, и что иметь технику плетения простейшего всей круглой корзины, да? А по объему она и квадратная может быть, да, по размеру? Да, квадратно в смысле, сложнее. по форме. Вот у меня книжка есть, плетение, если сейчас я немножко расскажу, какую литературу можно пользоваться. Именно простейшую, да? Так, Валя, блин, тухтай, матегин. Укалляди, матегин, тухтух. Что вы делаете? Сейчас она будет обрезать. Все. Милим болана, мане хиджахи мехе ваня. Внутрь надо подсунуть, да? Изнутри. Хорошо?
Ботинки. А примерно где-то сантиметр вниз отступить и уже загибать, да, вот эти вот прутья? Вот То сейчас есть мы уже закрываем. вовнутрь это вовнутрь и обрезать все. Валя, понятно, да? Манати вот так. Примерно сантиметр, да, вот между... Пока она прутьями. делает, я расскажу. Это все произвольно можно делать, да? Да. И все почти готовое, да? Но у нас осталось только ручку приделать. Только ручку. Вот такая книжка, да? Наталья Толмачева, «Плетение из лозы». Техника приема. Очень простые, очень доступные и понятные объяснения, да? Все вот здесь показано, как делать. Вот такую через интернет можно заказать и потом по этой научиться. После моих уроков можно уже делать любую корзину, да? И плоские, и сундуки, и полукруглые, треугольники, да, получается. А также вот у меня больше 10 районов у меня портфолио. Вот здесь у меня все написано, где я был, в каких районах, фотографии, тому прочее. Кого вы обучили? Кого обучили. Больше 10 улицев, больше 100 человек, наверное, обучил. А через департамент занятости населения в районных центрах я обучал. И у меня получается очень много учеников. А потом деньги уже не выделяют, и получается сейчас уже без денег они меня уже не приглашают, получается. А так желающих очень много. Так, я коротко, наверное, про Прасковья. Вот Прасковья мы занимаемся лозоплетением бумажное из газеты, да, а также белой бумаги вот такой. Она в настоящее время вот заканчивает донышко. Даже вот у нас Ну, техника та же, да? образцы. Ну, техника такая же, но более-менее с этим легко получается. Ну, очень много вот таких материалов готовить надо. Она уже вот готовила и еще лакировала, покрасила и чтобы лакировала, чтобы она была как вот настоящие прутья получались. Она вот тоже, мы в этом году в основном, так как лозы в районах у нас занимаются в основном, с ними вот лозоплетение из бумаг и газет получается. Трудно учить, но что поделаешь, пандемия, вот тоже упорство надо, очень много работ, усилий надо. А вот и краски все, вот она готовила, и сейчас готовит материал и делает донышко, заканчивает донышко. Друзья, корзины можно плести не только из ивовых прутьев, но и из бумаги. Вы не представляете, но вот этот вот материал, вот эти вот прутики, они изготовлены из бумаги, из газеты, из обычной бумаги, остатки бумаги. Да, потребительская бумага. И превращается вот эта бумага вот в такие вот интересные изделия декоративного свойства. Или, может быть, вот такая корзинка. И сейчас мастер нам расскажет. Это интересная такая... Да, это очень интересно. Здравствуйте. Я вот начала плетение лозы не только из настоящей лозы, но я посмотрела в интернете, оказывается, можно плести и из бумаги. Я использую бумагу, вот идет потребительская бумага. Я его разрезала на вот такие полосочки. А ширина примерно где-то 7-8 сантиметров и длина вот такая вот. Но надо учесть то, что, как сказать, надо, она не плотная. Она не плотная, она тоненькая, не то, что как А4. Примерно толщина у нее как у газеты, да? Да, примерно как у газеты. А на А4 она получается такая грубая. Вот, например, я вот начала вот плести.
Вот она вот идет такая вот, она толстая идет. Мгм. Это вот бумага А4. Это вот А4, использована. ага. И вот я начала уже вот более тонкой бумаги. Она получается вот такая вот тоненькая и более такая эластичная. Мгм. А какой техникой вы плетете? Тоже Ну вот тоже плетение, что и Александр Дмитриевич мне показал. Веревочка, да? Веревочка, 2 прута получается. Мгм. Итак, и вот надо учесть, как сказать, бумага, она по сравнению с лозой, она быстро ломается. Она не такая прочная. И вот я его бумагу решила... Вы укрепили Я её? его укрепила. Каким образом? Укрепила с помощью колера, Мгм. с помощью акрилового лака. Я вот смешала сюда в равном количестве колер, воду и лак. Лак идет акриловый. И идет оно укрепляется. А долго сохнет? А нет, она сохнет недолго, в течение нескольких часов, но надо его постоянно, его во время покраски постоянно перемешивать надо, они потому что могут слипнуться. Мгм. Ага. И ну, до конца его сушить не надо, потому что она становится твердая и неэластичная. Я поэтому ее И положила... вы окрашиваете кисточкой, да? Я окрашиваю кисточкой. Вот Ну, у меня. достаточно сказать, что она такая эластичная. Да. Вот в руках она, ну, такая вот гнется. Она гнется, и получается она более такая ложится при плетении, уже она не ломается и не раскручивается. Мгм. Мгм. Вот. А вы будете плести дальше, вот вы донышко сплели, будете затем вот этими бумагой, ну, вот этой бумагой плести дальше, или же другие прутья использовать, вот эти вот? Итак, я буду использовать вот эти, вот, например, я использую для стоек. Я их специально высушила, чтобы они были твердыми. То есть вы донышко сейчас сплели, а теперь начнете переходить к стойке. Уже к стойке. А чтобы стойку плести, лоза должна быть ложиться гибко. Стойка – это то, что сама основа, собственно говоря, вот это вот то, что стоит, да? Так, вот это вот донышко, а вот это получается настойка. Вот идут вот эти вот волнистообразные, и они вот отсюда идут как бы продолжение. Ага. А вот эти вот боковушки, они должны быть, пути должны быть гибкими, чтобы они ложились аккуратно. Поэтому вы и приготовили. Да, такие поэтому я прутики. приготовила, я ее специально смочила и вот я укрыла пакетиком, чтобы они не засохли. Скажите, вы плетете и из ивовых прутьев, и из бумажных прутиков. Что ну, более прочное, ну или как, чем они отличаются, вот такие корзинки друг от друга? Ну, в отличие тем, что они из ивовых прутьев, они получаются более такие, как сказать, они Крепкие. более крепкие. Ну, и из бумажной ложи, они вот потрогайте, они тоже получаются твердые. Угу. Но они еще не укрепленные, лаком не обработанные. Если вот лаком его обработаешь в несколько слоев, она станет почти, если так посмотреть на глаз, и если потрогать, И не отличить. отличия не будет. Угу. А по своим свойствам, вот по прочности, допустим, а вдруг под дождь попадешь, пойдешь вот с такой корзинкой бумажной в лес, она может развалиться? Нет, бумажная, конечно, в лес не пойдешь, а это идет как декоративная. Угу. Может что-нибудь такое сухое положить, какие-то там, какую-то мелочь, карандаши, пуговички, ниточки можно туда положить. А с собой, конечно, в лес бумажную лозу не возьмешь. Угу. Это Даже для- если она будет окрашена Даже будет, и если, пролакирована. ну, желательно, нет. Угу. Загибку закончила, Валя все изнутри изрезала, подровняла. И сейчас мы сделаем вот силой ручку, где должен быть ручка, с той стороны. Валька, поддержи-ка, корзину держи, вот так, ага. И вот сюда затыкаем, да, чтобы покрепче. Вот так. Так, и вот. Это рабочая корзина, поэтому слишком большую ручку тоже не делать. Ну вот примерно вот такая ручка будет у нас. То есть она где-то для Да. хозяйства будет Ну, использоваться? для хозяйства, для картошки, для хранения овощей, да. И вот сюда тоже Поглубже. держи-ка крепче, Валя. О, все, начинаем плести. Сейчас Валя я еще раз покажу, как начать. И она закончит, да. Вот с этой стороны протыкаем и по
по диаметру, да, по периметру. Уже оплетаете Оплетаем. Ага. прутиком ручку корзины. Ага. А сколько раз нужно оплести? Ну, Вот достаточно. такие же корзины, но сейчас в данное время у нас с временем тоже, поэтому там чтобы для технику плетения только покажем. Мгм. И в обратную сторону, да? Обратно, что лицом? Валя, сделай-ка. Обратно стоя. Ага. Здесь только очень гибкие прутья подойдут, Мгм. а остальные уже сложно будет. То есть небольшие, ну, имеется в виду по диаметру, они должны быть тоже небольшие, Ага. да? Ну, среднего диаметра. Так, а сейчас с этой стороны. Ну-ка. Протяни. Ребенок у вас. Каждый прутик вы поглубже Ну это втыкаете, здесь- да, да. в изделие? отдельно. И по периметру с этим навстречу идет. Так, Валя, еще одну сделай для показа. Это пока достаточно будет. Потому что здесь должны вы десяток штук надо протягивать. А, то есть нужно Тогда у нас использовать для получается, ручки 10 Скажем, прутьев. вот такая, это комбинированная, вот такая, штук 10-8 вошел. Мгм. Или вот такая, да? Вот такая корзина. Мы для техники плетения, что 3-4 штуки достаточно, я думаю. Мгм. И вот корзина наша готова. Ну, почти готово. Мгм. Сейчас покажем, как дальше делать. То есть любой желающий может прямо сейчас пойти на Даргылах, Ага. нарезать прутьев. А чем нарезать, кстати? Вот этими кусачками, да, секатором? Вот нож хороший взять надо, или можно с этим бокорезом. Мгм. И достаточно. И нарезать. А Нарезать. сколько на корзинку примерно нужно прутьев? Ну, для маленькой 50-60. Вот смотрите, вот примерно вот такая вот связочка. Покажите, пожалуйста. Вот из этой связки сколько получится изделий? Ну, две декоративные маленькие, вот как детские можно сделать. Корзинки две. Или одна вот такая получится? Даже больше получится. Полторы где-то. Ну, если сэкономить, немножко добавить, ну, две можно сделать. Вот примерно вот этого объема, да? Да. Как мы Ну, сплели. маленькие 50-60 штук, а большие там до 100 можно сделать. Мгм. А сколько в этой связке вот этих прутьев? Это где-то 120-130. 130 Кажется прутьев маленькие, но они тонкие, поэтому много входит. нужно. Мгм. А вот толстые отдельно тоже по диаметру для... И нужно их еще рассортировать по диаметру, да? Да, То есть толстенькие в одну сторону, Ага. более Ну, тоненькие в другую. сортируем, и получается, что у нас некоторые для плетения донышка, некоторые для стойки. Валя, протягивай. Это вы сейчас будете закреплять. Ага. Но мы напомним, что мы здесь использовали буквально вот 4-5, да, прутьев Да. для ручки. Ну, это пока мы так... Это для... Ну, такой опытный образец. Для опытного образца вот так достаточно. И вот это то же самое, вот протягиваем через это. А все вот эти побольше дырочки мы делаем с помощью шила. Да. Так, Дарья, покажи-ка, сюда перенеси свое донышко. Дарья, пока мы разговаривали, все донышко закончила. Вот такое донышко. Она второй раз сплела вот в жизни, получается. И нормально. Ну, И сейчас начнет делать стойку, да? стойка Стойки. потом. Дальше стойка и боковину сплести. Она тоже умеет, тоже очень талантливая. Ну, некоторые у нас в основном члены кружка в районах живут, поэтому им только вот такие доступны найти. Так,
Вот, Валя, вот таким, изнутри надо. Вот самый простой, да? Мы можем здесь узор сделать, или можно вот так протянуть дальше. И Валя сейчас, наверное, протянет дальше. Самый простой способ. Потому что вот это все основа делает, держит ручку, вот это у нас тонкие прутья, они через это протягивают, дырочка залатается сразу. И изнутри нужно их обрезать, сторона. да, будет? И у нас вот все, корзина у нас Практически вот, готово. практически готова. Ага. Здорово. Да, ага. За Пожалуйста. полчаса сплели вот такую корзину. Ага. Дорогие друзья, ну вот, за 2 мастер-класса мы сплели вот такую замечательную корзинку. Корзинку сплела ученица нашего мастера Дария. Мы ей очень благодарны, что она показала нам свои умения. Валентина. Она только начинающий, как это называется, мастер по плетению корзин. Третьего разряда. Да, мастер 3-го разряда. Ну, дорогие друзья, вы сами убедились, что, в общем-то, сплести такую корзинку из того материала, из того сырья, которое произрастает у нас, в любом районе это растет у нас, в Якутске навалом ивовых прутьев можно найти. Поэтому это очень просто, здорово и классно. То есть каждый может сплести вот такое изделие для своих хозяйственных нужд или для украшения интерьера. Оставайтесь с нами.